Значит, на грузовике с чеченскими бойцами, мы там через Зачхой Мартан пробирались, вот, нас подвезли до окраин Грозного, старики там на какой-то как эта машинка-то с двумя дверями называлась, АК. Вот, сказали, нет, дальше очень сильный обстрел, не поедем. Ну, и мы пешочком потопали, значит, едет машина с чеченскими бойцами. Мы им сигналим, ребята, можно? Да, а вы кто такие? Мы такие, там, документы посмотрели. А мы такие-то, значит. Я смотрю, у них в этом самом. В багажнике хлеб, вот эти лепешки, типа здешнего пури, бепик этот чеченский, значит, и фляги с водой. Я думаю, ну, наверное, в какую-то свою дислокацию везут. Вот. Они, оказывается, везли это в основном по подвалам, в основном русским старикам, которые были без... Вот, а русские старики, значит, которых бомбили родная авиация, они выходили из подвалов, значит, показывали кулаки этим самолетам и очень радовались, когда кого-то там пытались сбить, вот, из зенитной установки какой-нибудь. Вот. Это перевернуло, да, это перевернуло ощущение, когда ты понимаешь, что вот эти бомбы летят на головы этих людей, стариков, детей, но твои налоги, твоим государством